Так. Ну что ж, Иврян, ты готов? Подключили? Канал подключен. YouTube, Facebook готовы у нас к прямому. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Сейчас пока присоединяются. Вы знаете, много раз я слышал от нарнийцев, слышал сравнение. Будер хейл бог мубац. Конечно, миллион раз публиковал и эти ссылки. И опять будем публиковать. Конечно, был. Если бы не было в эфире, все. Мы слышали много раз о разной тенденции, происходящей в нашей республике. И мне интересно вот эти вопросы. И для меня, как для человека, который последние 5 лет фактически сидит в этом поприще, я бы хотел узнать пару интересных моментов по этому вопросу. И вы поймете, о чем я говорю. Надеюсь, что многие из вас посмотрят. Если вдруг уже во время эфира пройдет определенное время, посмотрите, не поленитесь с самого начала и досмотрите до конца. Очень прошу вас, потому что для меня, как для представителя новчего народа, это важно. Я думаю, что и для вас важно, особенно всем, кто проживает и в Европе, и проживает в Нохчичуе, и проживает по всей России, и за пределами ее. Надеюсь, если вдруг что-то будет непонятно, мы, как говорится, остановимся и ответим более подробно. Если у вас возникнут вопросы, вы можете. Тема начинается так. О нахском субстракте некоторых чеченских тейпов так называемого инородного происхождения и участия народов Кавказа в этногенезе друг друга. Сегодня среди историков, любителей и отчасти тех, кто занимается историей профессионально, появляются попытки противопоставить чеченцев соседним народам. Дальше. На этом негативная деятельность этих сиятелей смуты не заканчивается. Они также осуществляют попытки противопоставления и дробления внутри чеченского общества, разделения чеченского народа по тейповому родовому принципу. У меня возникает вопрос, абзац заканчивается. Во-первых, среди историков-любителей, допустим, я знаю всех историков, которые, по крайней мере, в социальных сетях и вообще занимаются, пишут исторические книги, по крайней мере, более или менее, которые имеют какую-то ценность, которые имеют какое-то значение. Мне важно и интересно знать всех, тех, кто чем-то занимается. Про историю я имею в виду конкретно. Исследовательские работы, научные работы. Так вот, за последние 5 лет, как минимум 10 лет, я не нашел ни одну книгу, где бы была напечатана хоть одна книга от чеченских историков или исследователей, которая бы противоставляла чеченцев соседним народам. Для начала хочу ввести пункт в это. Это очень важно, чтобы вы знали. Если вы знаете таких чеченских историков, которые пишут книгу, которые противоставляют чеченцев к соседним нациям, дайте ссылку, алейкум салам, дайте ссылку мне или скиньте мне этого автора. Он живой должен быть, поскольку, насколько я знаю, я еще раз повторю, авторитетных историков, исследователей, более или менее, которые имеют вес, или хотя бы блогеров, которые занимаются историей и занимаются тем, что говорит этот человек. Дальше. Сегодня среди историков-любителей, так, дальше пишем. Если одни новоявленные историки
из соседнего братского чеченцам ингушского народа, такие как Абадиев, Кадзоев, работают над разобщением чеченцев и ингушей, то другие уже внутри чеченского народа работают на разобщении самих чеченцев и противоставление их друг другу по принципу чистоты крови или тейпа. Во-первых, что касается Башла Мадук Хан Ярсунгаз Зудиалин Айлах. Ага. У меня эфиры почти всегда проходят так же здесь, так что ты ошибся. Может, Маш, у тебя не было, но Зудиалин и Хундацер. Отвечая на вопрос. Интересно, как раз таки, я не говорю то, что он говорит о соседних. Статья не десятилетней давности, буквально. Дело в том, что некоторые статьи не сразу находятся, но и все-таки эта статья написана в прошлом году. Мне интересно, разобщение чеченских тейпов по чистоте крови, кто этим занимается? Опять же, ссылка историка, который говорит и разобщает. Это называется как раз таки мы и ребята, которые со мной работают, которым мы знакомы, всегда говорили о противодействии внутреннему сепаратизму, разложению чеченского нохчи народа изнутри. И мы противодействуем им, если таковые есть. Прошу не путать, как говорится, Гоголя с Гегелем, и точно указать, если есть такие люди, которые говорят, что один лучше другого, написаны книги, исследования, закидывают один тейп выше другого и так далее и тому подобное. Опять же, в научном мире авторитетные заявления, кто-либо, если дает, где они, кто их дает. Почему-то мы, когда ведем вот это действие, нападки на наш народ, на нашу историю, я не встречал этих людей, которые бы таковыми являлись. И я не говорю о тех комментариях, которые кто-то сидит, там, печатает один комментарий или два комментария, и потом гордится этим. Мы не говорим про этих людей. Мы говорим конкретно, что вот про эти группировку, которая по принципу чистоты крови тейпа. Это что за бабуйня вообще? Где про чистоту крови, тейпа и об этом заявляют? Мне интересно, если человек огульно написал официально, на официальном ресурсе, он должен показать это. Недавно сдал текст Айджения, там показали, что я являюсь кавказцем, хуритом, индоевропейцем. Также сдал друг Галга Виделов, и ему показали скифы сарматы. Как это объяснить? Это потому, что разные гаплогруппы. Мы ответим на этот вопрос как раз, когда подойдем к ДНК-тесту, вы поймете. Дальше. Разговоры о чистых и нечистых чеченских тейпах внутри чеченского народа нередко подстегиваются чеченской диаспорой, проживающей в Европе. Так что даже некоторым здравомыслящим эмигрантам из числа чеченских историков пришло давать разъяснения по поводу того, что есть племя, народ, нация и какова история происхождения этнонима Нохчи, в скобках Нахчи. Опять же заявляю, мы говорим об историках. Я прошу не путать о людях, которые не имеют никакого отношения к истории, которые там высказывают свое личное мнение, не занимаются историей, то есть не ведут этот образ историка или блогера, который занимается всегда историей. Какие европейские чеченцы, допустим, Ибраим, европеец чеченский, мои подписчики Таиса, Мотя, там остальные, много-много других чеченцев, которые проживают в Европе, никогда не занимались этим. По крайней мере, из тех, кто проживает там, я не знаю, какие авторитетнейшие там есть историки. Хасан Бакаев, который проживает, если я не ошибаюсь, за границей, никогда такого не говорил. Он пишет свои работы, и на его работах, фактически ссылаясь на все иностранные, отечественных историков, там есть ссылки, и он, опять же, из тех, кто проживает за границей, я не видел ничего подобного. Я не знаю, кто там, может быть, есть какой-то
тайный, скрытый историк в Европе, который, опять же, я не хочу делить. Это наш народ, проживающий в Европе. Это нохчий народ. Это сыны нашего народа и нашей Родины, которые рано или поздно вернутся домой. Какие европейские чеченцы, которые занимаются этим, может, расскажите об европейских историках. Я, честно сказать, может быть, есть какие-то тайные историки. Ибрahim, может, ты знаешь? Ассаламу алейкум, чеченцы или ингуши, кто из них дзурдзуки? Объясни, брат. Объясняю. Нохчи являются дзурдзуками. Ингуши, как таковые, которые появились после 17 века, они тоже являются потомками дзурдзуков, потому что в прошлом мы были одним единым целым. Просто дзурдзуки название больше подходит к нохчи народу, вне всякого сомнения. И грузинские ученые говорят. Но грузинские ученые, как и я, никто не отделяет и нохчи, и гала друг от друга, потому что исторически они так и записаны. Название дзурдзуки стал апеллировать и идти вот в таком порядке, прямо появился интерес только благодаря одному. Дело в том, что название дзурдзуки появилось еще до нашей эры. И когда тот или иной этнос, субэтнос, общество хочет себя удревнить, само собой он говорит, это название только мое или только наше. Но название дзурдзуки, как и название кистинцы, подходит и нохчи, и галгай, и бацбийцам, которые сегодня зему Алвани живут в Грузии. Я надеюсь, понятно ответил. Есть ближние кистинцы. Кистинцы, название этноним кистинцы появился позже, а дзурдзуки появился раньше. Поэтому сегодня скоропостижно все хотят взять это название. Дзурдзуки это название и чеченцев, и ингушей. Названия чеченцы и ингуши появились чуть позже, поэтому в более раннем периоде в грузинских источниках записано как дзурдзукас, и в арабских источниках хотят взять себе, поскольку удревнить тем самым себе. И сказать, вот мы древние, а это новоявлено. Только для этого используют. А предками дзурдзуков, и как говорит и Джамирзаев, и с ним в принципе соглашаются многие грузинские ученые, дзурдзкой, дзандкой, это одно и то же. Дзандкой ценно нохчий тейпду, который до сих пор существует, один из тоже больших чеченских тейпов. Поэтому ничего тут такого нету. В Чечне существовало и называлось, в древности назывался, ссылки я скидывал, можете посмотреть. Река Аргун называлась Дзурдзуки. Вы знаете, что селение Дзурдзкуай было два селения. Одно в Итумкалинском, другое в Ичкерийской области, древней Ичкерийской области есть название Дзурдзкуай, название селения. Поэтому кому оно относится, кто к себе его притягивает, это дело другое, а название относится к всем. Дальше. Диаспоры, проживающие в Европе, так что даже некоторым здравомыслящим иммигрантам приходится. Хотя справедливости ради нужно отметить, что ветер смуты стал формироваться задолго до появления части сепаратистски настроенных чеченцев в эмигрантской среде. Тут уже начинается интересно. И еще в самом начале 90-х годов прошлого столетия этот механизм на разобщение народа запустили национал-патриоты из числа чечено-ингушской интеллигенции, ведомая ими часть чеченской молодежи, тут смотрите, заметьте, ведомая ими часть чеченской молодежи, дальше не идет, что в итоге вылилось в раскол чечено-ингушской АССР, два субъекта Российской Федерации и две военные компании Чеченской Республики. То есть, по словам этого автора, он говорит, что из-за того, что люди начали изучать свою историю, начали искать свою историю, появилась новейшую историю, я заходить не буду, вы знаете это, появились проблемы разделения Чечни и Ингушетии, началось якобы из-за того, что чеченцы и ингуши подстрекались внутренним национал-патриоты из числа чечено-ингушской интеллигенции. Мне очень интересно. Вот это и стало причиной Первой Чеченской войны. Вы реально думаете, этот человек реально думает, что это было предметом Первой Чеченской войны, которая была навязана
по глупости и незнанию истории, я не знаю, или чего-либо Борисом Николаевичем Ельциным? Вы реально считаете этого? Вы считаете внутри виноваты То есть чеченская интеллигенция, ингушская интеллигенция разделилась на две республики из-за того, что они начали изучать свою историю. Так получается? Я же правильно понимаю контекст этого? И две чеченские войны произошли из-за этого. То есть не из-за международного терроризма, то есть не из-за всего этого, а из-за того, что национал-патриоты начали изучать свою историю. Вы слышите этот текст, и вы можете записать вопросы, отправить их мне. Мне вот кажется, наверное, он первый съезд ингушского народа, второй съезд ингушского народа не слышал. Чеченская интеллигенция, Борис Николаевич Целерас, Николаевич Вацель. Ага, я понял тебя. Реально он думает, что из-за этого произошло? Чеченцы не были против и никогда не говорили, чтобы ингуши отсоединились. Но я вам говорю и заявляю, вот мое мнение, что это была самой большой ошибкой для нашего народа объединение чеченцев и ингушей. Если есть две автономные республики, нужно было их оставлять. Вне всякого сомнения. Если ментально народ себя не чувствует единым, не нужно было его объединять. Ни больше, ни меньше. Мы потеряли от этого объединения намного больше, чем кто-либо другой. Без всякого сомнения. И тот, кто изучает историю, об этом прекрасно знает. Башлам, ассаламу алейкум. В одном ингушском паблике, в чеченофобском, появилась информация о том, что якобы в музее в Грозном есть камни храма Тхабаирды. Что скажешь? Я скажу, что это полнейшая чушь. Я скажу, что он никогда не был в чеченском музее. И если этот балабол приедет, я лично обещаю его провести в музей и показать ему, что там нету никаких камней. В нашем музее нету никаких камней Тхабаирды, которые, как я и говорил ранее, по всем ДНК-анализам показывают 15-16 век. Не в обиду. Это так, информация. Кто хочет информацию, если вы хотите, скинем официальные данные. Подтверждение этому есть. Это так же, как и КБР, КЧР, также и них это создало проблемы. Наверное. За другие регионы говорить не могу, поскольку это будет как-то неправильно звучать с моей стороны. Дальше. Вот человек говорит. Таким образом, сегодняшняя полемика в соцсетях, исторических группах, куда историки-профессионалы, любители обильно сливают свои исторические сенсации, не являются чем-то новым в чеченском обществе. Такая же полемика в обществе о чистых и нечистых чеченских тейпах, родах, как и о том, кому принадлежит Сунжинский район, широко обсуждались и в период, предваривший первую чеченскую военную кампанию в 1991-1994 годах, тем самым сыграв свою роковую роль как в деле разобщения чеченского и ингушского народа, так и начала деления чеченцев на позицию и оппозицию на равнинных и горных чеченцев. Тут я скажу так. Во-первых, обсуждение чеченских чистых и нечистых тейпов среди чеченцев фактически нету такой проблемы. Я в этих пабликах, и я знаю прекрасно это. И в редких случаях между собой обсуждают чистые и нечистые, такого нет, потому что это, в принципе, не позволит сегодняшнее руководство, поскольку оно насколько является активным в этой деятельности, в интернет-сфере, в социальных сетях, вы прекрасно знаете. Это раз. Во-вторых, это внутренний сепаратизм, это разжигание гражданской войны, и этого никто не позволит. Ни федеральный центр, и уж тем более внутренние власти. И этого не было. Это ложь. Болтология где-то на пятачке кто-то собрался, говорил, он чистый, нечистый. Оно было всегда. Испокон веков всегда было. С тех пор, как на нашей земле появились другие национальности. Хорошо ли это, плохо ли это, оно было всегда. И ничего не изменили социальные сети, кроме как вынесли, если и вынесли.
Но опять же заявлю, что такого, чтобы сидеть в социальных сетях и прямо обсуждать чеченские же тейпы между собой, говорить там, они такие, они плохие, хорошие, этого нет. Есть факт, исторические факты, этнографические факты, которые говорят, что есть, да, тейповая принадлежность, инородные тейпы. Почему их назвали тейпами, а не народами? Вот эта проблематика исторически перспективе обсуждается. И тут ничего нету, это может каждый человек обсуждать. Но в рамках дозволенного, а не огульно конкретно обвинять в той или иной мере. Что касается именно принадлежит, кому принадлежит, я не знал, что Первая чеченская война началась из-за того, что кому принадлежит Сунжинский район или нет. Я не знал об этом. Разве речь об этом шла? Или вы о инцидентах границы, которые передвигались, возвращались, о котором рассказывал и Аушев, которая временно была демилитаризирована или временно оставлена, заморожена Дудаевым и Аушевым? Так это было не из-за этого. Хочу вас огорчить. Это была ситуация, поскольку Чеченская республика объявила себя независимой, а республика Ингушетия вошла в состав Российской Федерации. Ни более, ни менее. Я не буду вникать сейчас там ОКЧП и так далее, тому ОКЧН, там разные общественные организации. Речь не об этом. Если сказать вкратце, это так. А то тут начинается чуть ли не осетино-ингушский конфликт произошел из-за чеченцев. Сейчас, окажется, из-за Сунжинского района и обсуждение чистоты. О чистоте тейпов чеченских в основном говорят из-за пределов. А мы отвечаем и говорим, мы сами знаем, кто такие чеченцы и какие у них тейпы, и кто у нас является исконно автохтоном или нет. Это мы знаем. И мы никогда, честно сказать, я понимаю, автор может сказать, это вот не касается, но говорите, окей, какие паблики, социальные сети, даже в Фейсбуке, в Твиттере, в Телеграме, где конкретно сидят чеченцы, между собой говорят, это не чистый чеченский тейп, это такой тейп, и занимается разжигательством межнациональной розни и ведет к сепаратистским настроениям внутри региона. Поделитесь этими пабликами, может я что-то не знаю, может быть какие-то скрытые есть, я так, честно сказать, не знаю, не видел. Обильно сливает башлам хайхарваш фуэгдара. Хайхарваш цен тейп до дик тейп до нохчи жабал хайхарваша цен нохчи бош яхьош двенадош монхи буэлду. То, что есть в Ингушетии, я за это отвечать не буду. Кому они относятся, что я не буду к этому относиться. Я только за свой регион буду говорить. Бяхмабилла, султан. Дальше. Читаем. Итоги раскол... так. Там сенсации сливают в Инстаграм или там в социальные сети. Сенсации не сливают. Сегодня в социальных сетях сидят в основном все молодые, уже и взрослые сидят в Ютубе, в Инстаграм, Фейсбук, Твиттере. И тот, кто не ведает и не знает свою историю, они хотят узнать свою историю, рассказать своим детям, внукам, чтобы убрать ложь, клевету и оставить чистую историю. Мы же даем официальные ссылки, сливаем, показываем вам, говорим, когда говорят о лжи, мы показываем эту ложь. Показываем карты, показываем книги, говорим, указываем на авторитетные источники. Нравится вам или не нравится, нужно опровергать. В Российской академии наук они выходят мержое общество. Ты имеешь в виду Арствашука Бошбуйбая? Дальше. Ладно, так, тем самым сыграв свою роковую роль чеченцев, равнинных и горных чеченцев. Вот. Начало деления чеченцев на позицию, оппозицию на равнине. Оппозиция по этому вопросу сделано много заявлений, выступлений. Еще раз повторюсь, для людей, кто говорит, теркисто, уарствуай относиться дяш, султан. Мержой уарствуай, бу хайхарвай, если мержой цани была, уарствуай не слушай покойш.
Понимаете? Дальше. Теркхуай, ламанхуай, охарнах, халарнах. Эти термины, которые апеллируются, которые есть все, кто бы ни был, исконно на территории Нохчичуя, все тейпы, исконные, чистые тейпы, как говорит этот автор, выходят из горной Чечни. Все, которые на Тереке, которые за Тереком, которые в Грозном, Ачхой-Мартане, Урус-Мартане, без разницы, в Гудурмесе, в основном, все, кто является чистым Нохчи, он имеет свою родовую гору, в основном башни, гору, село, Кешниш, все это есть у них. И нету, иншаллах, султан, и нету ни одного другого тейпа, который бы не имел, если он Нохчи, он имеет обязательно родовую гору, селение и так далее и тому подобное. Без разницы, еще раз вам повторю, нету на Теречном, в Наурском, в Шилковском, нигде ни одного тейпа, который не из чеченских гор. Я имею в виду тех, кто является исконно Нохчи. Чтобы было понятно. Бено юртела, Эли юртела, Ломас юртела. Если они имеют, и все те, кто там проживает, это те же горные Нохчи. Но вот такой непонятный, необразованные люди, вот эти разговоры называют там теркхуай, галар, нищи, гюмсир, нищи, охарнях, халарнях, это неправильно, но это я не смогу поменять. Там 1 600 000 человек, всех Нохчи, что мы можем сейчас поменять и объяснить каждому, сколько образованных, сколько необразованных людей. Ну ты им не объяснишь. Я сам столкнулся с этим, мы пытаемся, конечно. Башлам, если шумеры с Ближнего Востока, они J2, первыми поселились на Кавказ, то значит от них изначально пошел этногенез. Я сам L3 просто для интереса хочу узнать. Ну, не шумеры, правильно, шеймах кардутига, именно шумеры и шеймах одно и то же сказать мы не можем. Но с Ближнего Востока, если сказать, будет правильно. Что касается не только мы, те же адыги, хатты, которые являются тоже с Ближнего Востока, которые находились там по соседству. Если мы урарту хуриты, то же самое. Патриот 234, с кем никто... Патриот 234, с кем никто не пришел на шариат на фортангу. Не понял вопроса, наверное, вопрос я не увидел. Дальше продолжим. Чеченцев оппозицию равнинных и горных. Итоги этого раскола дают знать себе по сей пору. Это тоже неправда. Абсолютно неправда. Потому что нету сегодня никакой оппозиции, нету натеречных чеченцев, грозненских чеченцев. Сегодня, как никогда, Нохчи народ один и единый. Зандхуай, Бейнуай, Чармуай, Анди. Все Нохчи, которые проживают в Яркистях, Нашхуай, Чинхуай, Чэнти, они являются теми же Нохчи, что являются здесь. Насчет L3, не факт, что поселились позже. Хотя есть некоторые ученые, которые утверждают, что якобы субстракт L3 появился чуть позже. Но доказательств этому нету. Формирование единого этногенеза, когда он произошел? Произошел ли он в Урарту? Неизвестно, потому что оттуда до Афганистана абсолютно, Пуштун и Афганистан, Северный, оттуда подойти намного ближе туда, к Урарту хуритам. Возможно, сформировались все эти группы в этой местности, и потом уже оттуда переселили сюда. Это вполне вероятно, как гипотеза. Итоги раскола дают знать по сей пор. Так что это тоже ложь. На сегодняшний день нету никакого. Теркистенах, Паргат живут здесь, работают. Весь этот Висаитовский район, Теркхуай, аж проблемы. Никто не говорит, что Теркистенах не говорят. Сейчас, как таковой, этой проблемы нету. На бытовом уровне, кто там болтает какие-то поверхностные разговоры, это не стоит и выеденного гроша. В этой связи интересна статья чеченского историка и этнографа Ибрагима Саидова о расселении. Прошу заметить,
этот человек именно давит на термин нахских тейпов и тейповых отношениях, опубликованное еще в 1992 году, как раз в разгар этих событий, читая которые складывается впечатление, что он написал буквально вчера, а не более чем 2 десятка лет назад, цитирую автора. Данная статья порождена тем, что в последнее время безответственные лица все больше и больше провоцируют противоборство между чеченцами и ингушами, в том числе и по телевидению. Во-первых, на нашем телевидении никто ни слова не говорил и не говорит, он говорит как сегодня, один в один. Я не видел, чтобы хоть одним словом по чеченскому телевидению было оскорбили кого-нибудь из Ингушетии. Конкретно я имею в виду не личностных отношений или что имеет в виду данный автор, я не могу понять. Высказывание председателя парламента, которых упрекали, которые поехали на шариатский суд и которым никто не приехал на Фортангу, чтобы там старейшины Орстхуай Нохчи приехали, ждали до намаза, после обеденного намаза, никто не приехал. Ты об этом говоришь? Или о чем? О высказывании, о восстановлении Галанчожского района руководителем субъекта Мехкда? Что о его выступлении говоришь? Кто еще более высказывался на чеченском телевидении, разжигая или ненавистью пропагандируя к соседним народам? Не было такого разговора. Не было. Высказывания конкретно руководства региона, которые были деланы выпадки в их адрес, они ответили. Я не буду за них отвечать, но если интересно, вы можете, у них есть пресс-секретари, спросить и в парламенте, и у главы Чеченской Республики, можете, у них есть пресс-служба, спросить, на что адресованы были вот эти высказывания на телевидении. Не нужно говорить, повторяйте, один в один говорит. Первые лица говорили, что Нохчи не отвечали чеченофобам. Абсолютно правильно, Кавказмир. Они не отвечали чеченофобам, не действовали никак. Поскольку есть глава субъекта Чеченской Республики, есть глава субъекта Ингушской Республики, они на уровне законодательных органов, исполнительных органов вопрос решали, все по закону. А высказывания по телевидению я не видел, но человек. Остальные общественники, которые сидели, обсуждали, такого не было. Ассаламу алейкум. Никца маандоча хилан бяхт мобил хаттар дарса. Хаттар дие жуапурду койдануа. Дальше. Безответственные лица больше провоцируют противоборство между чеченцами и ингушами. Интересно мне по телевидению. В том числе и по телевидению. Они делают это в общественных местах, полушутя и полусерьезно. В каких общественных местах это делается? Вы выступление Турквай Нохчбу, Турквай Цен Нохчбу, Туркал Ошхабел, J2 Бу, чистые Нохчи. Никаких сомнений нету. Чтобы вы знали, турков не называют Нохчи Турквай. Хункар Махкар Бу, Хункруай Бу, Хункар Хуай Бу, Туркшице Нохчи Мата. Поэтому Туркуай Цен Нохчибу наш харабош. Дальше. Полусерьезно. И если вы имеете в виду КВН, я за них отвечать не могу, это клуб веселых и находчивых. А в других местах общественных, где собирались, обсуждали, на территории, я говорю, не забывайте, я говорю о Чеченской Республике, я не говорю о республике. Он здесь утверждает о чеченцах и ингушах. Если бы он говорил об ингушах конкретно, я бы не стал бы вообще говорить об этом. Понимаете? Поэтому прошу не путать, и вы должны понять, я говорю только за нас. Поскольку здесь речь идет о последние 5 лет, по крайней мере, я отсюда не вылазю фактически. Приведенные выше сведения показывают, что Галгай это исторически недавно, дальше он пишет. Приведенные выше сведения показывают, что Галгай это исторически недавно сформировавшийся нахский Нохчи тейп, что принадлежность к общенахскому организму зафиксирована в самом названии Галгай. Галгай. Башенная стража. Я, честно сказать, вообще впервые слышал о таком
феномене, что башенная стража вообще звали, это я, честно сказать, не понимаю. Такого вообще, может, какая-то гипотеза была, но чтобы была башенная стража, я такого не слышал. Башлам, если бы мирджинцы и Ахка в 1860 году оставили бы в Ингушском округе, то они стали бы Галгай. Ибрагим Сулейманов. Вопрос, который ты мне задаешь, нужно задавать тем, кто сегодня живет, которые буквально с 90-х годов живут в республике Ингушетия. Я имею в виду область Малой Кабарды, Малгобекский и Сунжинский район. Посмотри, кем сегодня они себя в основном называют. Или они называют себя отдельной нацией, или они говорят, что они ингуши. Чтобы было тебе понятно. Ни я, ни мои предки, ни Нохчи не написали эти статьи. Я сейчас еще 3-й Терские ведомости опубликую. Об этом говорят о том, что они эхкы. Вообще там не столько эхкы, это Нохчи Буйхушту. Там никаких сомнений нету, Ибрагим Сулейманов. Но все, которые живут здесь, Мержуэ, Эхкой, Лам, Эхкой, Уарстхуай, все, которые Нохчи живут, никто их не пугал, они являются исконно Нохчи Тейпом. Тухумом, Тейпами, Тухумами. Одна кровь, ничего нету другого, отдельного ничего нету. Стали бы они Галгай. И что? Вот единственное, что, вот правильно подметил Кавказмир, в Псидахе 99% Нохчи проживают. И единственный анклав, как Косово, они как были Нохчи, так и остались. А с Уарстхуай, которые живут за пределами, стали они Галгай или нет, если ты мне задаешь вопрос, я тебе говорю просто по статистическим данным посмотри, и ты поймешь все. Он дальше говорит, дальше смотрим по тексту. Сформировался нас единый организм, пострадает введение высший Нохчи Тейп. Галгай, башенная стража, компонент Га из термина Галга означает воин, стражник. Отсюда выражение Гейм Мет Хвертен, адрес мальчиков, достигших 15-17 лет, переводится «стал взрослым как воин» и Оздоев. Опять же, эту тему, это не мои слова, это непосредственно из текста идут. В первые годы советской власти все западные чеченцы, как доказал Н. Ахриев, в своем большинстве не являющиеся галгаями и носящие чечено-арстхоевские тейповые названия, были включены в Ингушетию. И без спроса их мнений названы ингушами. Позже кое-кто из тех, кто считал правильным, чтобы побольше чеченцев были включены в Галгаи, встречались с малоосведомленными представителями горных чеченских тейпов и убеждали их, что они тоже Галгаи. При этом умалчивая, что сами Галгаи разговаривают на одном из горных чеченских диалектов, изыскания Заурбека Мальсагова, Халида Ашаева и Алироева у кистинцев, и Арсаханова у акинцев, и Саламова у остальных горцев. Даже после восстановления ЧССР представители ингушей, работавшие в милиции, продолжали самовольно записывать чеченцев Ачхой-Мартановского и Грозненского районов ингушами. Жители узнали об этом только после получения паспортов дарчигов. Зачем разлагать чеченцев? Есть термин «галгай», башенная стража, более емка и престижно, чем «нах» и «нохчо». И давайте все чеченцы будем называться галгаями, башенными стражниками, в кавычках. Но тогда возникает вопрос, чьи стражники, если не чеченские? На него нет другого ответа. Хорошо было бы, если бы чеченцы и ингуши слушались только здравомыслящих людей, например, религиозных, а не тех, кто хочет их одурачить. Заканчивается, как говорится, строка. По данному вопросу, я, честно сказать, Мюхтайпан был всегда хабер. Чинхуай был, Аларвай был, Энгнуай был, Эхшбатуай был, Мулкуай был.
Бейной бумя чусо. Я сейчас всех могу ошибиться из тех, которых я знаю. Вот некоторые. Я прошу вас по тематике, конечно же. Продолжаем дальше. Это мнение этого человека. Это лишь маленький отрывок материала, написанного из... это он сейчас публикует. Это лишь маленький отрывок материала, написанного и изданного смутные 90-е годы, 92-м году. Написанный как раз накануне так называемого осетино-ингушского конфликта. По всей видимости, и тогда, и сегодня эту тему стали поднимать не случайно. Вероятно, кому-то снова не терпится вернуть чеченский и ингушский народ в очередную трагедию. Сегодня, как и в те смутные 90-е в Чеченской Республике, среди национал-патриотов стало модным обсуждение темы о происхождении тех или иных тейпов. И все бы ничего, если бы это было на пользу народу, если бы этот интерес был обусловлен историческими изысканиями,